хорошие режиссеры считывают, человек искренен, либо нет, напряжен, либо нет. И наша задача была как бы расширить человека, чтобы он говорил то, что он думает, а не то, что ему кажется, чтобы нам понравиться. Сразу видно, когда человек хочет тебе понравиться. Сразу возникает такое ощущение, что не то. Бывают люди, которые там, у нас девочка практически не говорит. Она, как сказать, заикается так сильно, что ее невозможно понять. Но она говорит так образно и так емко, потому что каждое слово ей дается с трудом. И свою мысль она выражает, невероятно. Понимаете, о чем я говорю? Потому что бывает бла-бла-бла-бла, не понимаешь, о чем говорит. А вот она говорит 5 слов, но так, и ты обо всем понимаешь. Потому что каждое слово ей дается с трудом. Это я к тому, что не напрягаться, все возможно. Насчет всех сказок про блат, блата там нет никакого. Я поступал вообще ниоткуда. У меня родители, мама учительница, папа слесарь. И мы набирали реально, кого хотели учить, кто нам интересен. Искренность, реальное желание. Конечно, надо смотреть фильмы, просто по фильму в день, чтобы была некая культура общая, чтобы на вопрос, а твое любимое кино, ты мог ответить, какое твое любимое кино. Потому что, когда я спрашиваю, твое любимое кино, и мне человек говорит, Сергей Эйзенштейн. Тарковский. Меня спрашивали, я проходила мастерскую к Антону Георгиевичу Серову. Он закончил Башин как актер, как кинорежиссер, и когда он набирал свою группу, правда, это было неофициальное концерт, он как раз тоже требования были его искренность. Я тогда прошла, у него по-моему, радость, он говорит, я вас взял, потому что работает искренне. Я по них не стала учиться, я в МГУ из истории заслушала. Может быть, киноведчески я прошла конкурс. Когда мне говорят, что любимый фильм Эйзенштейн, это я знаю, что человек открыл учебник. Так, кто у нас классик советского кино? Эйзенштейн будет любимым фильмом. Мне интересно, когда мне говорят, что мой любимый фильм тот, который я не видел, мне становится интересно. Понимаете, о чем я говорю? Есть подготовительные курсы, они как бы вводят в курс дела. Тоже полезная вещь, двухмесячные. Все достаточно просто. Как просто? И просто, потому что это вы лично и лотерея. Повезет, не повезет. Мы одного парня приняли, а потом посмотрели его фильмы, которые он снимает, и познакомились, он же из Барнаула. И вот сейчас он поступил. Уже к другим, но мы как бы не разглядели. Человек все время молчит. Такой мрачный, молчаливый человек. И мы не смогли его скачать, упертый. А в реальности он снимает, сейчас может каждый снимать. Взял фотоаппарат и снял, смонтировал в простейшей программе. Сейчас технологии не играют никакой роли. Идеи, искренность и самобытность. Я так ответил? Можно вопрос? Как вообще продвигается идея этого фильма? Начало сценарий, потом его показывать надо кому-то, да? Как запуститься с фильмом? Да. Такой вопрос? Да. Как реализуется идея технологически, допустим, начало написания сценария, с кем разговаривать, куда дальше? Сейчас шоколадные времена. И Минкульт, Министерство культуры и Фонд кино выделяет деньги на фильм. Когда мы закончили, такого не было. И если у вас сценарий, который отличается от всех, понимаете, продюсеры, они охотятся за молодыми, потому что возможность на них, грубо говоря, за небольшие деньги снять все самое лучшее — это дебюты. И идеи. Сейчас конкурс идей. Продюсеры охотятся за хорошими идеями. В этом смысле, если у вас есть сценарий, вы его регистрируете и посылаете. У нас 5-7 компаний крупных, там СТВ,
профиль Толстунова, ну, там есть редакторские отделы. И эти редактора должны отрабатывать свой хлеб. Они вычитывают кучу сценариев. И уже до продюсера доходят самые сливки. Реально нет такого, что если у вас отличный сценарий, ну, его там, купят, найдут, важно появиться, чтобы там, отдать, прислать и так далее. Никто сюда за сценарием не поедет. Ну, как бы это некая данность. А так, офигенный сценарий вперед. Ну, то есть, на сайте компании менеджеры, у всех есть редакторские отделы. Дальше ты говоришь, окей, я вам дам сценарий даже, но снимать буду я сам. Тебе говорят, стоп. А что ты умеешь? Ну, и тогда ты должен показать, что ты умеешь. А твоя визитная карточка – это короткометражное кино. Иногда по короткому метру, не сняв короткого метра, тебя никто не запустит. Ну, потому что ты можешь быть хороший человек, оригинальный, интересный, но ты не владеешь профессией. Ну, а кино – это огромный день. Я верю, вижу, все у него будет хорошо. Он сейчас снялся у Алексея Германа не так давно фильм, получил призы на Берлинском фестивале. Это уже другой уровень, это не Токио, ничего. В этом смысле, вы знаете, есть штучные артисты, а есть такие артисты, ну, ремесленники. Ремесленники снимаются постоянно и в такой глубине, который невозможно смотреть. А есть артисты, которые, ну, штучный товар. То есть это надо дожидаться, как Карим говорил, своей роли. Все его уже знают, ну, видели, вспоминают, ищут какой-то типаж, похожий на Карима. Давайте-ка девочка, вот, которая у нас снялась, не будучи актрисой, уже снимается. То есть все смотрят. У нас немножко время ограничено, поэтому, наверное, с вами прощаемся. Нам еще Спасибо Пять большое. минут, еще 5 минут. Слава Богу. благодарим вас, что вы пришли сегодня и с нами повстречались. Спасибо, что вы большое. приехали. Спасибо большое всем вам. Мы благодарим вас за то, что вы уделили свое время и действительно посмотрели этот фильм. Я очень сильно переживал. Теперь у меня переживания прошли, теперь я уже спокоен. Ну, так, да, обязательно. То есть мы будем стараться вас радовать. Спасибо и до свидания всем.